Ильшат Ильдусович, здравствуйте. Наверняка редко бываете в кабинете в такое время года или наоборот, пандемия внесла свои коррективы, совещания, все за компьютером, все по Зуму. Ну, у нас сейчас модно иметь такое понятие, как Zoom-конференции, да, хотя у нас давно уже этот метод используется, работа с Минсельхозом России. Соответственно, Россия большая, поэтому Минсельхоз всегда работала и работает сегодня по видеоконференции, так называемой ВКС. Ну и мы сейчас очень активно использовали этот метод по синхронизации как информации, так и доведении наших, наверное, поручений, наших идей до сельхозтоваропроизводителей. И самое главное, мы имеем таким образом очень быструю реакцию на наши решения уже от конечных потребителей. То есть такие продвинутые пользователи аграрии, да? Большей части, у нас есть чаты, у нас есть видеоконференции, свои программы, кроме Zoom. Да. С одной стороны, хорошо, когда ты в одном месте сидишь, и у тебя идет постоянная синхронизация и обмен информацией. Но, конечно, на весенне-полевых работах мы выезжали, соблюдая все требования, соблюдая защиту как свою, так и непосредственно наших аграриев, потому что нет ничего дороже, это глаза в глаза работа с фермерами. Вот, кстати, о посевной. Все пошло по плану или все-таки коррективы внесла вот эта ситуация с коронавирусом? Правительство республики и правительство Российской Федерации не остановило ни одну из отраслей агропромышленного комплекса. Ведь кроме основных, тот, кто сеет или использует землю, у нас же есть еще учреждение, которое доставляет дизельное топливо, продает и доставляет средства защиты растений, удобрений, занимается ремонтами. Это и магазин автозапчастей для сельхозмашин. Поэтому огромная армия наших отраслей, все работали. Но учитывая то, что наши сельчане и наши предприятия очень и очень дисциплинированы, поэтому мы этот этап прошли не то чтобы мало крови, а совсем никто, слава богу, не болел. Что с рапсом в этом году? Я знаю, ваша позиция – это культура высокомаржинальная, ее надо сеять повсеместно и как можно больше, но прошлогодняя ситуация показала, что на том берегу, так скажем, остались у нас пасечники. И что решили в этом году? Удалось ли прийти к консенсусу, увеличили эти самые площади, и как они будут, аграрии, дальше сосуществовать с пчеловодами? Опять пчел прятать? Тема рапса, она очень высокодоходная, высокомаржинальная считается. Потом у нас получилось переработать ее в Чешминском маслозаводе. У нас получился очень хороший шрот, да, там, молокогонный. Использование рапсового шрота это плюс 2 литра на корову в сутки там, увеличивать. Все было хорошо. В прошлом году значит, у нас напал на наш рапс капустная моль, с которой 4 вида обработки, но не помогает, не получается, не хватает компетенции у аграриев. Но они вот купили и льют эту химию. По пути и, конечно, попало насекомым, в первую очередь нашим пчеловодам. Мы долго убеждали аграриев сеять, рапсом все занимали, все было прекрасно, а попадая в такие условия, когда очень много у нас пасек и опасность возникновения конфликта только между двумя людьми, а мы люди не конфликтные, фермеры дали задний ход, условно, да, там, и в этом году у нас на процентов, наверное, около 40 меньше рапса. Осталось только те крупные хозяйства, которые занимаются этим рапсом уже на профессиональном уровне, а те фермеры, которые пытались, они решили этим не заниматься. Но у нас есть другая культура, такая как лен. Аграрии поняли, что не только зерном можно заниматься, но и масличными культурами, в том числе это подсолнечник, это рапс, это лен и горчица. На горчицу, к сожалению, цены нету, а лен показывает очень прекрасные результаты. Это для небольших хозяйств, это для фермеров, это не затратная культура, и она не требует больших компетенций. И плюс очень хороший предшественник. Поэтому льна, конечно, посеяно в этом году больше, чем в прошлом году. Существенно больше? Больше 50 тысяч гектар. Да, там в прошлом году было около 37 тысяч гектар. А те, кто все-таки остались и посеяли этот самый рапс, у них же какие-то обязательства появились, да, перед пчеловодами, предупреждать об обработке, и там находили какие-то, так скажем, емкости от инсектицидов, да, какой-то высокого класса опасности, в общем.
Ну, к сожалению, у многих фермеров, еще раз говорю, что не хватает компетенции, потому что покупая средства защиты растений, а это очень такие химические средства, они очень опасные, использовал. И вот мы видели факты, что эти пустые бутыли, пустые, значит, какие-то коробки выбрасывались в посадки или просто они сжигались, что так не должно быть. Проблема в том, что контролировать это направление некому. То есть полномочия сняли у Россельхознадзора, но обратно ему никому не отдали. Но мы очень надеемся, что Минсельхоз выступил уже с инициативой, что какой-то надзорный орган будет это контролировать. И, конечно, мы обращаемся к аграрии, мы уже много видеоселекторов совещаний проводили, ВКС, в Zoom-конференции, объясняли, что использование средств защиты растений опасно для, еще раз говорю, для пасек, но опасно для тех сел, где они рядом находятся. Поэтому аграрии должны находить компромиссы, использовать средства защиты растений, первое, сертифицированы однозначно, второе, в тот период времени с предупреждением жителей, которые находятся рядом с полями, начнут использовать современные технологии, современную технику. А на лен, это самая капустная моль, не может напасть так же? Нет, она мимо пролетает. Чтобы придется потом также обрабатывать. На заседании правительства была утверждена новая программа, госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции. Вот вы докладывали о том, что срок опять пятилетка и будет 6 подпрограмм. Какие существенные изменения, к каким показателям мы стремимся, что вообще изменится, быть может, кардинально, или пойдем по уже натоптанному пути? Мы анализируем все те программы, которые были с позднесоветского периода. Пик самый по количеству, по объему произведенной продукции, по количеству поголовья, это 87-й, 89-й, 90-е годы, когда такие полные наши полноценные села, везде есть фермы, там огромное количество техники, нужна не нужна, но ее очень много. Скота очень много, там на каждой деревне, там и у личных подсобных хозяйств там по 3-4 стада. Это вот был пик, это поздний советский период. 90-е годы было полное, я бы сказал, даже полное уничтожение сельского хозяйства в России. Это шло целенаправленно. Ну, первое, из-за понимания рыночной экономики, и другие страны более развитые, конечно, они освобождали рынок для своей продукции. Нулевые годы у нас большая зависимость от импорта. Даже в европейских странах специально создавались отрасли для того, чтобы Россию кормить, потому что я в 1998 году был как студент в Баварии, поэтому я внутри знаю, как они к нам относились. И десятые годы, вот последняя госпрограмма, которая завершается в этом году, из 2021 года новая госпрограмма реализуется, она самая удачная. Она нам дала возможность полностью, ну или большей части отказаться от импорта. Значит, это продовольственная безопасность нашей страны. Учитывая то, что наши аграрии, башкирские аграрии, они более консервативны, конечно, у нас такого развала, как в других регионах, не было. И поэтому такого резкого развития тоже нету такого резкого появления крупных холдингов. Наши аграрии – это средние крепкие хозяйства, которые дальше развиваются. И вот та господдержка, которая была выстроена в рамках госпрограмм, которая в этом году до конца года завершает, она очень и очень эффективна. В 2021 году, значит, самые лучшие практики из этой госпрограммы перенесены на новую госпрограмму с 2021 по 2026 год. Он будет существовать. Внутри есть подпрограммы, но мы, скорее всего, будем вносить новые подпрограммы. Это большей части для фермеров, для тех, наверное, субъектов экономики, которые живут в селах. Ну, допустим, если крупные фермы, крупные предприятия занимаются индустриальным молочным скотоводством, то более малые формы хозяйства должны заниматься мясным направлением или садоводством, например. Да? Вот у нас очень удачный опыт в Шаранском районе, это выращивание земляники, более 104 гектар было в прошлом году, в этом году будет увеличиваться. Но вот выручка больше 200 миллионов дает только это небольшое количество площадей. Но на что делать будем упор? Да, лучшие практики перенесем, не знаю, может что-то новое засеем. Вот с вашим появлением у нас рапса стало больше, может какие-то новые культуры появятся. Ну, первый, конечно, локомотив это идет производство зерна и зернобобовых культур, и в целом других тоже культур. Это локомотивом остается однозначно. Да? Там мы просто будем корректироваться в сторону увеличения, валового увеличения, ну и
в сторону, наверное, улучшения качества той продукции, которую мы производим. Вторым направлением, естественно, это молоко. Да. Вот мы в ближайшие 5 лет мы оценочно думаем, что даже уверены, что колхозные фермы уйдут с рынка. Они неэффективны. Взамен к ним приходят новые индустриальные молочные фермы. Это наше будущее. В течение 5 лет мы должны построить более 20 таких индустриальных ферм. Они как раз придут на замену вот этих всех старых, большого количества таких колхозных животноводческих ферм. Понятно, у нас появились новые технологии в производстве мяса и говядины. Это строительство на чистом поле, это фидлотов. Значит, у нас будет и развитие свиноводства, и развитие птицеводства. Значит, у нас известная наша компания «Индюшкин» сегодня выходит на... Банкротство? Не с банкротства. Процедура еще, наверное, год-полтора будет продолжаться. Значит, у нас появился инвестор, который вложил достаточно большое количество денег, чтобы запустить, значит, это предприятие. Сегодня убойный цех вышел уже на двухсменную работу. То есть на полках у нас уже индейки появляются, и в этом году мы ждем около 20 тысяч тонн только птицы. А номинальная или проектная мощность 31 тысяча, это на 2021 год, поэтому мы будем ее продолжать. Ну вот вы говорите, локомотивом останется молоко, а в ситуации, которая складывалась в конце прошлого года, многие молочные заводы закрывались. Будут ли они восстанавливаться или опять же на смену им придут другие? Сегодня мы достигли баланса, когда производители сырого молока, то есть наши хозпредприятия, переработчики и сети, всех устраивает одна цена. 24 рубля – это база. Устраивает и производителей, и переработчиков, и ту полку, куда они этот готовый продукт уже кладут. Поэтому нам очень хотелось, чтобы этот баланс хотя бы несколько лет продержался. Плюс-минус в зависимости от инфляции. Мы обратились и в Минсельхоз России также, чтобы сделали все возможное, чтобы не заходил к нам в большом количестве импорт как молока, так и молочной продукции. И в первую очередь, конечно, это сухое молоко, которое идет с Европы или с других стран, которые мы не знаем, чтобы нас этот рынок не ронять. Дальше. Развитие, появление новых ферм даст появление большего количества молока сырого на нашем рынке. Поэтому параллельно мы работаем с производством или увеличением объемов наших переработчиков. У нас несколько известных заводов пока находятся кто в процедуре банкротства, кто на консервации. Они поэтапно будут выходить из этой ситуации, но к этому времени мы уже наращиваем сырое молоко. Поэтому в ожидании сырья? Они не в ожидании, они находятся в определенных процедурах банкротства, в процедурах смены собственников, в процедуре общения между своими партнерами. Не в наших полномочиях входить в хозяйственную деятельность бизнеса, потому что мы не можем превышать свои полномочия. А пока баланс производства, переработки молока у нас соблюдается. Как говорят эксперты, у нас в стране есть дефицит и молока, и мяса. И есть ли возможность у башкирских производителей покрыть вот эти как раз дефициты на российском рынке? И есть ли готовность нашего бизнеса выйти на эти рынки? Она есть, потому что во время пандемии у нас ни одна полка не опустошилась. У нас были запасы на 2 месяца готовой продукции, у нас были запасы сырья на полгода, у нас было огромное количество обращений от других субъектов помочь сухим молоком, помочь зерном, помочь комбикормами. Мы, естественно, эту помощь оказывали. Понятно, что это отношения между коммерческими компаниями, но мы рекомендовали нашим предприятиям также отгружать в другие регионы. Мы видим, что именно когда было закрытие границ или остановка логистики транспортной, она у нас есть, продукция есть. Теперь мы смотрим еще дальше, потому что если мы могли, и мы можем продавать в другие субъекты и в другие страны, поэтому это нужно наращивать. Наши компании готовы увеличивать производство, если есть спрос и если есть продажи. Вопрос в том, что молоко не как мебель, сегодня собрал мебель или налил воду в бутылки и продал. Чтобы молоко произвести, нужно 1,5-2 года. Смотрела цифры по предварительным данным, экспорт региональной продукции за первый квартал составил $30 миллионов. Это на $14,3 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это как раз-таки плюсы пандемии? Это плюсы пандемии. Мы фиксируем плюс в пищевке.
значит, более 15% рост вот с начала года, потому что сырье, большая часть осталась в нашей республике и пошла переработка, это раз. Плюс появление небольших перерабатывающих предприятий, кооперативов, о чем мы с вами уже говорили. Это небольшие предприятия, которые перерабатывают наше сырье. Значит, это для нас плюс. Да, там. А экспорт нам дала продажа переработанной продукции, такую как подсолнечное масло, рапсовое масло, молочная продукция, сахар. Да, там, поэтому и так плюс, и так плюс. Поэтому, конечно, нас ждут новые экономические условия и новые взаимоотношения с нашими как российскими, так и зарубежными партнерами. Ну, на первых порах все скупали гречку, да, как сумасшедшие. А потом покупательская способность упала. Вот что аграрии, вы же, наверное, мониторите, они все-таки в плюсе или в минусе остались? Недопродано, недореализовано? Или наоборот, есть всегда хочется, люди сидели по домам, целый день ели, говорят же, мусора стало гораздо больше. И наоборот, реализовали продукцию. Ну, вместо гречи, конечно, я бы лучше купил бы больше кефира, больше йогурта и выпил бы, да, пользы было больше. Но это такая была акция, ну, очень интересная. Плюс для нас она просто опустошила наши склады. Значит, у нас накопленные там 2-3 года гречиху склады вычислили, а теперь мы снова ее наполним, будем ждать следующего ажиотажа. Кстати, как с гречкой? Вот в этом году готовы были, что склады опустеют резко, или мы сократили посевы? Нет, гречка очень интересная культура. Это та культура, можно это назвать ее страховой, там, где нужно пересеять или поздние посевы, там как раз идет гречиха. А гречиха, она очень быстро всходит, и у нее вегетационный период очень короткий. То есть ты ее посеял, ну вот, как юмор говорит, гречиха говорит, после посева вышла бы, говорит, на следующий день, просто стесняясь, говорит, да, через 2-3 дня гречиха выходит, и она начинает расти. Поэтому это поздняя культура, но ранее созреваемая культура. Поэтому в этом году аграрии заполнят свои запасы, ну и в ближайшие 3 года мы будем их продавать. Что касается инвестпроектов, вот вы настроены оптимистично, я смотрю, ведь и РАИП перекраивают. Что с инвестпроектами в АПК? За, ну скажем, отчет берем с инвестчасов, это ноябрь 2018 года. Мы стабильно работаем с инвесторами, мы их ведем, мы находим идеи, находим бизнесменов, упаковываем эти проекты, выводим на инвестчас. Дальше этот межвед по поручению главы республики отрабатывает уже несколько структур. Значит, у нас, я бы сказал, желание из других бизнесменов из других регионов, она стала больше. Вот недавно приезжали бизнесмены из Казахстана, значит, Челябинской области, недавно были земледельцы с Воронежа, они слышали, что у нас есть движение. Вопрос ведь не только в господдержке, вопрос первый в нормальных отношениях, вопрос, что у нас есть земельные ресурсы до сих пор, вопрос в том, что у нас есть трудовые ресурсы, вопрос в том, что наши люди работают на селе и любят свою работу. Это очень важно, потому что в Центральной России сегодня работать, если честно, некому. Значит, и вопрос то, что у нас очень много деревень, очень много сел. И всегда оставляет приятное впечатление внешний облик и в целом общение с нашими людьми. Поэтому это тянет инвесторов. Это тянет инвесторов. Ни один инвестор в первую очередь не попросил субсидий. Не попросил. В первую очередь они хотели посмотреть ту территорию, которую мы им предлагаем, пообщаться с людьми, посмотреть, есть ли колледжи, значит, и там, вуз и возможность подготовки кадров, есть ли возможность работать с людьми, потом только уже у нас идет общение по государственной поддержке, по субсидиям, там, по льготному кредитованию и так далее. Ну вот если взять самый крупный инвестпроект, есть те, кто свернулись, быть может, ужались, так скажем, во вложениях, перенесли на другой срок, а построимся-ка мы попозже, когда все вот наладится? Из 70 проектов, которые мы сегодня ведем, у нас 11 стоит на паузе. Значит, у нас 15 приостановлено, то есть, ну, мы называем такой вялотекущий, все остальные в активном режиме. То
Это есть объективные, субъективные причины. Там, не смогли получить землю, там, находятся в судах с арбитражным управляющим, беда, которую мы не можем решить. Да, там. Нету каких-то пониманий, или денег нету у инвестора, там, они были, ну и пропали. Да, там. Или банк не одобрил кредит, ну, не получилось попасть там, под льготный кредит там, и так далее. Много разных факторов. Мы на этом не останавливаемся. Самое главное, есть интерес к нашей территории. Но фактор коронавирус тоже имеет место быть, да? Ну, как сказать, мы же живем с вирусами, да, там у нас, конечно, коронавирус дал возможность остановиться, подумать и подготовиться к новым экономическим условиям. Это да, это большой плюс. Осознать, что все-таки молоко берется не с холодильника, а все-таки, чтобы произвести молоко, нужно очень долго, я бы сказал, даже вкалывать, да, там, это работа с землей, это работа с животными, это переработка, только после этого оно как товар становится в холодильнике, появляется. Поэтому я думаю, люди осознают, что продукты питания, это достаточно, производство продуктов питания достаточно трудный труд, очень тяжелый труд наших аграриев. Поэтому здесь у меня есть ощущение, что появилось такое понимание. Ну и вот напоследок о школьном питании. Есть же факты, когда кормили, да, там, школьников бразильским мясом с коллагеном, замороженным мясом с Уругвая, там, еще с других континентов. И здесь Радик Хабиров ставит задачу, чтобы с 1 сентября в школьных столовых было только башкирская продукция, и в кастрюле лежало только башкирское мясо. Готовы ли мы покрыть этот самый рынок? Если не ошибаюсь, глава республики заявил, что 70 с лишним процентов уже башкирской продукции поступило в школьные столовые. И вот надо еще дожать, вот 23%, он сказал. Готовы ли мы действительно к вот такому шагу? Производители сельхозпродукции полностью готовы, но не было такого массового опыта поставлять готовый продукт. Ну, допустим, аграрий. Аграрий вырастил бычка и говорит, заберите, делайте с ним, что хотите. Да. А ведь все-таки, чтобы поставить или положить в тарелку это мясо, нужно иметь сертификат. Да, много документов. Питания, очень много документов, поэтому на нашей территории такие мясокомбинаты есть. И они сегодня работают с комбинатами школьного питания не только Республики Башкортостан, но и соседних регионов. Взаимоотношения между субъектами, это комбинаты школьного питания и производителей, они достаточно сложные. Наша задача до сентября месяца их всех посадить за стол переговоров, договориться и начать поставки нашей продукции в школьное питание и другие социальные учреждения. Ну вот у вас же у самого 3 школьника, да, вот вы ответственно заявляете, что вот с 1 сентября ваши дети в школьных столовых будут есть только башкирское мясо. Прежде всего, они будут есть, значит, натуральные, экологически чистые продукты и те продукты, которые производятся в Республике Башкортостан. Вот вы так. Спасибо большое за беседу и за то, что нашли время на интервью. Спасибо.